Я читаю курс лекций в рамках форума о молодой тюркской режиссуре и современной драматургии. Эта тема новая, поскольку для многих тюркских республик, стран характерно такое патерналистское начало в театральном искусстве, в том числе, когда, значит, пожилые мэтры все везде возглавляют, и молодым режиссерам и современным текстом довольно сложно пробиться на сцену. Но, к счастью, последние годы ситуация меняется, и мне приятно, что все-таки она началась с Татарстана, с Башкортостана. Мы создали, наш театр имени Каракамала создал такой фестиваль «Ремесло» молодой режиссуры, где мы стали активно собирать со всей России, но отдавая преимущество, естественно, театрам национальных республик, звать спектакли, поставленные молодыми режиссерами. Наша секция «Менеджмент и пиар-технологии» является самой популярной, самой многочисленной секцией на форуме «Наурус». 170 заявок мы приняли в нашу секцию, и это участники практически со всех регионов России. Даже есть форум международный, есть, например, директор театра из Караганды, из Казахстана. Вот. Что нравится мне в нашей секции, так это обратная связь, очень большое количество вопросов от участников. Действительно, очень живое у нас обсуждение происходит. За первые 4 дня у нас выступают 2 педагога. Это Олег Соколов, руководитель отдела маркетинга в центре имени Мир-Хольда, город Москва, и Эдуард Корякин, руководитель СММ-агентства «Суть Медиа» и главный редактор социальных сетей филармонии имени Шостаковича в Санкт-Петербурге. Сейчас, спустя несколько дней обучения, я понимаю, что в онлайне есть и свои преимущества. Педагоги в Zoom-конференции в режиме демонстрации экрана сразу показывают примеры, и вот именно практический элемент в наших занятиях, он очень важен, показывать все на примерах, и благодаря технологии видеоконференции это очень удобно. То есть, если бы, например, они выступали вживую, то, мне кажется, было бы не так наглядно, как это происходит сейчас. Для меня это первый и уникальный опыт работы онлайн в столь большой группе. Лекции смотрело больше 100 человек. Несомненно, это было сложно сделать, поскольку не видно живых глаз, не видно, не слышно голосов. Но при этом видно, что профессиональное сообщество заинтересовано в новых знаниях, и люди активно задавали вопросы, присутствовали на протяжении всей полуторачасовой лекции 4 дня в неделю каждый день и активно принимали участие в материале. То есть чувствовалась какая-то человеческая близость, несмотря на то, что форум был проведен онлайн в абсолютно новом режиме. Нам, театрам России, да, нужно всем дружить друг с другом, общаться и, может быть, как-то, не знаю, создать какой-то действительно общий канал, потому что мы все вертимся в одном и должны друг друга поддерживать, подсказывать, где-то, может быть, помогать документами, какими-то образцами, а как у нас, а как у вас. Вот, потому что, пока очень, не знаю, театры, мне кажется, в каком-то немножко касаемо документации этой какой-то забытие. Их все забыли, и мы сами в этом вертимся. Благодаря такому фестивалю мы улучшаем кадры, мы работаем сами с собой, с нашими коллегами, и это лишние дополнительные знакомства, это приятные впечатления, это здорово, так что да будет фестиваль Наурус. В течение 4 дней мы исследовали свое тело как инструментарий, исследовали каждую частичку составляющего нашего тела и пытались развивать ее, применять как в обыденной жизни, так и на сцене. Я думаю, полученные знания
каждый будет развивать в своем русле, и это действительно поможет ему для дальнейшего творческого роста. Вот меня лично это помогает любить свою профессию еще больше. Благодарю за такой прекрасный выбор педагогов. Надеюсь на личную встречу каждого участника форума и желаю всем здоровья, не болейте, берегите себя. Рахмат!